Вместо зала Кабмина свое рабочее место. Коронавирус диктует свои правила. Сегодня Министерство цифрового развития проводит традиционный брифинг дистанционно. В зале сегодня никого, все на связи онлайн. Министр поясняет, мера вынужденная. Но речь о другом. Через 4 года 70% взаимодействия граждан и организаций с госорганами должны происходить в цифровом виде. Все это по национальному проекту «Цифровая экономика». По поручению президента Татарстана на эту цифру нужно выходить уже через 2 года. Цифровое взаимодействие подразумевает, что ты в любое время суток, в любой точке земли, в любом городе Татарстана можешь получить ту или иную государственную услугу. При этом это взаимодействие должно быть не только в цифровом виде, но самое главное, чтобы оно было удобным для гражданина и для бизнеса. Вопросов у журналистов по цифровизации экономики сегодня не было. А вот ограничения с коронавирусом беспокоят многих. Готовы ли вузы республики к онлайн-режиму? Уже накануне некоторые перешли на дистанционное обучение. Вот пусто в коридорах КХТИ. Почти 10 тысяч студентов сегодня получают знания, будучи дома. Эти вещи идут с помощью кабинетов, которые сделаны в Moodle. То есть есть такой программный продукт как раз для дистанционного обучения. Там заложены уже курсы обучающие, там студенты непосредственно тестируются. Сегодня уже говорят о киберкоронавирусе. Это все на руку мошенникам. От имени сотрудников ВОЗ они отправляют электронные письма с просьбой сообщить персональные данные или собирают лжепожертвования на борьбу с недугом. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.